Рабочий визит Сергея Меликова в Северную Осетию начался с посещения мемориала «Город ангелов». Он возложил цветы к древу скорби и памятнику погибшим бойцам спецподразделений. О событиях 2004 года он говорил и с педагогами Бесланской школы номер 8. Полпред посетил зал памяти и задержался у одного из экспонатов – доски, которая висела в кабинете истории в первой школе. На ней синим мелом написано «С последним первым звонком». И у меня так мурашки по спине. Верочка, почему ты так написала? Мама говорит, 11-й ВЖ, у них последний первый звонок. А вот это получился так. И самое удивительное, что это действительно вот эти мурашки какие-то, вот это осталось в памяти у меня тоже. На следующий день она повесила свое платье, вставила свои туфли, одела бальное, в котором они должны были танцевать. И все пошли на линейку. В школе полпред также посетил Центр дистанционного образования. Отсюда с помощью компьютеров педагоги проводят занятия для детей с ограниченными возможностями. Кроме этого, Сергею Меликову показали несколько кабинетов, спортивные и гимнастические залы. Уходя, полпред оставил запись в школьной книге. Поблагодарил за то, что здесь хранят память о погибших и поддерживают живых. В Беслане Сергей Меликов посетил и несколько объектов здравоохранения – центр гемодиализа, кабинет МРТ и новый роддом. На их строительство не потрачено ни одного бюджетного рубля. Все деньги от спонсоров. По словам министра здравоохранения Владимира Селиванова, все они оснащены современным оборудованием и соответствуют всем европейским стандартам. Глава Минздрава также отметил, что роддом планируют расширять. Сейчас он может принять лишь около полусотни пациентов. Хотим его расширять даже до 72. У нас есть возможность такая. С тем, чтобы это был межрайонный центр. Мы завяжем сюда правобережную больницу, Хотовскую больницу, и они будут здесь рожать. Потому что условия самые лучшие в республике для того, чтобы... По инициативе Сергея Меликова в Северной Осетии начали реставрацию еще одного объекта – Соикси. Здание, построенное в конце 19 века, ни разу не ремонтировали капитально. На третьем этаже, в принципе, прошла чистка, сняли даже старые наши двери. До этого мы сами поменяли, вы видите, окна, полностью проведена замена электропроводки, установлена сигнализация. Вот сейчас начинаются работы, по крыше идут, меняют нам кровлю. И уже вот последняя бригада, которая подключилась, они занимаются внутренними работами, чистят стены. Вот вы видите, леса установлены, будут чистить фасад. Делегация также посетила завод «Электроцинк». Полпреду показали цех по производству свинца и градильню электролитного цеха. Программа сегодняшнего дня завершилась совещанием в правительстве республики. В закрытом формате чиновники обсудили задачи, которые стоят перед руководством Северной Осетии. Итоги своего визита Сергей Меликов подведет на расширенном совещании с главами субъектов Северокавказского округа, которые прибудут в республику завтра. Яна Гагиева, Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.